Эту кавказскую мелодию пятилетний Саша Тамаев слышал всего лишь раз, но исполняется стопроцентной точностью. В руках юного маэстро осетинская гармошка зазвучала полгода назад. Азбек Лалиев на этом инструменте вот уже 20 лет виртуозно исполняет национальные композиции любой сложности. По его словам, гармоника – загадочный инструмент. В конце 19 века было очень почетно иметь у любой девушки гармонику. Даже когда выдавали замуж и сватали девушку, жених должен был подарить гармошку ей. Однорядная вятская итальянка – прародительница современной гармоники. Она покорила Северную Осетию еще в конце 19-го столетия. В прошлом веке инструмент внешне изменился. К ряду белых клавиш добавились полутоновые черные. Гармошка зазвучала более темпераментно, с кавказским акцентом. На Северном Кавказе единственная республика, где настолько развита гармоника, насколько развита фандыр, искусство фандыра, и в производстве, и в эксплуатации. Осетия занимает лидирующее место. Гармоники, на которых играет весь Северный Кавказ, изготавливают в единственном на юге России цеху. Часть отправляют во Францию, Германию и Италию. Их заказывают выходцы с Кавказа, чтобы исполнять родные мотивы на национальном инструменте. В этой маленькой настроечной кабине создают сердце гармоники. На аппарате, выпущенном еще в советские годы, замеряют давление пластин резонатора. Предварительно их выводят в тон, правильно, потом наклеивается лайка, закрепляется на резонаторе и доводится до истинного звучания. Лишь после у гармоники появляются клавиши, мех, ремень и гриф. Работа ювелирная, ошибки исключены. Полная концентрация внимания и слуха. На изготовление одного инструмента уходит почти 3 месяца. Если мы не будем этим заниматься, это все зачахнет и уйдет. Просто нету мастеров, которые бы, допустим, на сегодняшний день их единицы остались. То есть сама технология производства, в данном случае гармоник, она не то что уникальная, но она самобытная, и она, то есть человек с улицы, придя, он не сделает гармошку. Сцена в самом центре Владикавказа, на проспекте Мира, одновременно 100 юных гармонистов. В североосетинскую столицу они приехали практически со всех районов республики. Никогда раньше вместе не играли, репетировали по телефону или скайпу. Исполняют старинную осетинскую мелодию «Симт». Говорят, это вступление – публичное признание в любви инструменту, который стал родным для целого народа. Осетинская гармошка, или как ее принято называть в республике фандыр, самый желанный гость на любом торжестве. Без нее не обходится ни один праздник. Поэтому все самые трогательные и любимые в народе композиции звучат именно на этом инструменте. Хасан Карев, Диана Кабалоти, Артур Габуаев. Вести, Северная Осетия, Владикавказ.